Испытано на себе. Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб – драгоценность, его береги. Вспомнились плакаты из школьной столовой времен 80-х. Да, в Советском Союзе к хлебу было особое отношение. Но даже сейчас еще актуальна традиция, когда встречают почетного гостя хлебом с солью. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе». И сегодня мы поговорим о насущном, о хлебе. Все сорта очень вкусны и очень полезны. Здесь при определенной температуре, при определенной влажности все это задается автоматически. Но начинается все с замешивания теста. С момента замеса теста это получается 3,5 часа. Горячая десятка. Номер один – это батон. Кто за здоровый образ жизни, за здоровое питание, кто контролирует вес. Ну что, друзья, теперь вот такую красоту прямиком в магазин. Испытано на себе. Произнесенная еще в Древнем Риме фраза «хлеба и зрелищ», как мне кажется, не утратила своей актуальности и по сей день. Не знаю уж насчет зрелищ, но точно в этом выпуске будет информативно. Итак, друзья, мы находимся на Нерюнгринском хлебозаводе. Ну, сейчас мы находимся в нашем хлебобулочном цехе. В данный момент идет формовка плюшки московской. Плюшка – это у нас из муки высшего сорта. Мы ее изготовляем по еще ГОСТу, по старому ГОСТу, который еще идет с тех советских времен. Здесь ничего мы по стандартной рецептуре. Мука, вода, дрожжи, сахар, маргарин, яичный порошок. Никаких больше добавок не добавляем. Вот сейчас видим, девочки раскатывают. То есть они вот смазку делают и выкладывают на лист, вот обмакивают в сахар и потом пойдет на расстойку. Вот видите, у нас мука проходит через просеиватель. Вот просеиватель, он просеивает муку, там стоят у нас магниты, которые улавливают какие-то смеси, попадают, если примеси какие-то. Это все очищается, улавливается. Муку мы используем разную. У нас идет высший сорт, первый сорт, ну и ржаная мука. Мы же можем, Жень, рассекретить ингредиенты, из чего готовится это? А тут никакого секрета нет. Все ингредиенты, те, которые всем знакомы с детства. Ну, основные это мука, дрожжи, соль, сахар, да. Ну и дополнительно вот для булочки у нас идет вот маргарин идет, да. Округлитель. Вот здесь просто тестовая заготовка выходит, округляет. Да, да. Да, и потом уже все выходит на столы для дальнейшей разделки. Расстойчные шкафы. Здесь тест уже, вот даже вот тут можно посмотреть, здесь при определенной температуре, при определенной влажности все это задается автоматически, все параметры. И вот стоит тесто, подходит до того, как зайти в печь. Здесь оно расстоялось и потом уже идет в печь. Вот у нас, да, вот сейчас у нас вот тут уже допекается хлеб, тут тоже все идут автоматические параметры, да. Испытано на себе. До того, как хлеб станет хлебом в привычной его и вкусной форме и содержании, его путешествие до нашего с вами кухонного стола начинается отсюда. После просеивания мука по вот этим трубопроводам отправляется сюда в бункера по хранению. Так, здесь, значит, что происходит у нас? Активация дрожжей. Вода, дрожжи, мука. Кисломолочная закваска на ржаной муке. И сколько она должна простоять так? До 12 часов. 12 часов она стоит, Да, получается, набирает кислотность. А это, друзья, уже солевой цех, где вот в этих трех
чанах, в баках. Соль растворяется в воде. И причем очень важно, чтобы вода при этом была температуры 20 градусов. Так вот, любители сладкого и булочек, пока вы тихо, спокойно смотрите «Седьмые сны», этой ночью здесь, в цеху, происходит вот такое волшебство. Готовятся очень интересные хлебобулочные изделия под названием «Полюшка». Как раз таки вот для тех, кто следит за правильным питанием, за весом своим и тем более, кто постится. Очень рекомендованное хлебобулочное изделие. Но начинается все с замешивания теста. Вот так это происходит. 20 минут будет меситься тесто. Самое главное, то, что я узнал, да, оказывается, что полезно. Вот как раз таки для тех, кто контролирует свой вес и, в принципе, и вообще полезно по выводу токсинов из организма. Это отруби, которые вот... Да, хлебопекарные отруби. Так что, друзья, кто за здоровый образ жизни, да, переходим на хлеб с отрубями. В цехе находятся две линии для выпечки ржано-пшеничных сортов и выпечки первого сорта, которая состоит из навесных люлек. Это непрерывный процесс. Тестоделителя обязательно. Тестомесильной машины. Да, тестомесильная машина. Вот смотрите. Поступает мука по дозатору, вот видите, движется. Вот, видите, определенное количество, минутный расход муки, воды, соли и дрожжей. Это у нас рецептура на изготовление ржано-пшеничного хлеба. Дрожжи, закваска, соль и вода. Определенный минутный расход установлен. Все автоматика, да? Автоматика. Да, это у нас приемный бак, который тесто идет на формовку. Это делитель у нас, тестоделитель. Он также получается автоматически в эти формочки уже делитель четко дозирован. Да, да, там устанавливается вес данной продукции, то есть хлеба ржано-пшеничного 0. В тестовой заготовке 620 грамм, а готового 550. И делитель делит. Прежде чем поделить, формы обязательно смазываются. У нас рабочее место пекаря. Вот. Здесь пекарь смотрит готовность первой стадии выпечки. Видите? Только первая Да, стадия, да, да. Она проходит вверх, где установлена определенная температура, а допекается по низу. Там тоже определенная температура за счет тен. Это делается для мягкости. Вот так, друзья, выглядит самый свежайший хлеб пшеничный, высший сорт, только из печки. Это продукция уже, которая готовится у нас к отгрузке. В 5 часов подъедут машины, и все это будет загружаться для отправки. Это наш... утра машина приезжает, да? Да, да, чтобы забрать вот свежую продукцию и начать. Магазины в это время Да, открывают. ну да? они пока начинают дальние точки, там Чульман поселки, чтобы и Чульман успеть. тоже Да, твои поселки, да? детские сады рано тоже они это. Поэтому вот такой хлеб, это как раз для детских садов. Этот хлеб, обогащенный йод-казеином, первый сорт, очень полезно. Ну, знаете, что у нас в регионе таком проживаем, где у нас недостаток йодом, это детишки кормим, детские сады и школы. Вот. Это такой хлеб. Вот такой хлебушек семейный. Вот он белый и черное как бы тесто. На Называется. любителя, да? Да. Сразу, два в Да, одном. такой интересный тоже. Это новинка наша. Хлеб вкусный он называется. Вкусный? Да.
тоже там идет ржаная мука и то, что с добавлением кукурузной муки. Кукурузная мука не содержит глютена, и тут тоже получается полезно для людей, вот, ну, страдающих. Это как называется хлеб вот этот? Это хлеб у нас солнечный. Это, да, ржано-пшеничный сорт. Здесь добавление семечек очень. Ну, семечки мы знаем, это что у нас полезно? Цинк. Цинк для памяти, снижает уровень холестерина. Выглядит очень аппетитно, Очень скажу я. аппетитно и очень вкусно. С гречкой, крупой гречневой. Ну, гречку Даже вы такое знаете, бывает, да, да? что насколько она полезна. Это все минералы, все витамины. Ну вот почему-то вот гречку ценят в основном у нас, да, в России, как бы, на Дальнем Востоке, а вот Европа почему-то они как-то не очень. Ну, да, они еще, наверное, не дошли до Не дошли до этого, да? Тоже очень вкусная булочка. Ну и наши вот батоны. Вот нарезка. Я Тоже что хочу очень- сказать, друзья, тут ассортимент почему-то гораздо больше, чем в магазине обычно привык видеть, во всяком случае, в который я хожу. Потому что, да, мы вот и призываем магазины заказывать как бы полный ассортимент, потому что покупатель должен иметь право выбора. Вот еще какой хотела показать. Вот хлеб, вот горчичный, да, горчичный же у нас здесь. Да, вот такой хлебушек у нас есть с горчичным маслом. Тоже очень такое-то горчичное масло само по себе тоже содержит целый набор всех вот этих вот полезных витаминов А, В, С. А вот так, друзья, вот это вот очень полезная и рекомендованная полюшка выглядит в магазинах. Так, вот смотрим ингредиенты, все прописано. И самое главное, вот здесь вот написано полюшко. Так что, кто за здоровый образ жизни, за здоровое питание, кто контролирует вес и кто постится, вот, рекомендуем полюшка. Ну что, друзья, теперь вот такую красоту прямиком в магазин. Это была ночная смена, испытана на себе. Лен, приветствую тебя. Спасибо, что разрешила у тебя действительно немножко похозяйничать, да, попробовать испытать на себе. Ну, знаешь, что хотел у тебя поинтересоваться о производстве, да, сколько людей работает, да, какие, может быть, объемы. Ну, сейчас у нас на постоянной основе работает порядка 60 человек в штате. Ну, плюс смежные работы, смежники. Сейчас, на данный момент, цеха выпускает в сутки порядка, хлебный цех 3 тонны, при том, что мы готовы выпускать за одну смену более 10 тонн. Я вот сейчас, можно сейчас ремарочку вставлю, да, извини, что перебиваем. Просто зрителям, да, хотелось объяснить, мы-то как бы люди далекие от производства хлеба, не понимаем, что, оказывается, правильнее говорить тоннаж. То есть покрытие хлебобулочными изделиями района и города, это называется, да, именно тоннами измеряется. Ну, мы изменяем тонны, не штуками. Тонны. Сколько город съедает за сутки? За сутки хлеба и хлебобулочного продукции наш город съедает порядка 6-7 тонн готовой продукции именно нашего производства. Нерюнгринцы
6 тонн мы с вами съедаем хлеба, который здесь производится. Причем эти 6 тонн делаются в ночную смену, да? Сейчас? Нет. Вот именно хлебный цех работает только в ночь. Это хлебный цех, это формовой хлеб, пшеничный, ржано-пшеничный, который идет большими машинами. Он идет только в ночь, чтобы в 5 утра приезжают первые машины и едут уже по поселкам. Первый развоз идет в 5 утра, чтобы к утру наши горожане, наши жители района получали уже свежую продукцию. Хрустящая корочка. Поэтому работает цех только в ночь, чтобы утром была свежая продукция. Вы как-то мониторили же рынок, да? Есть, скажем, как скажем, такая горячая десятка любимых хлебобулочных изделий нерюнгринцев, да? То есть как бы номер один. Номер один это батон. Батон нарезной, который? Да. О, я тоже его люблю очень. А еще когда он подсохнет, сухарики сделают тоже вкусные. Вот, это безотходное производство. Ну, формовой хлеб в любом случае люди едят, ели. И, надеюсь, есть дальше будут. Дальше, наверное, идет нахимовский батон. Нахимовский. Это уже... Это ржаной хлеб, ржаной. батончик, да. Все, да. Тоже такое пробовал, но что-то мне он пока не зашел. Не знаю. Ну, это почему. плохо пробовал. Надо еще раз. Нет, вообще, друзья, хочу сказать, что после моей экскурсии, да, и испытаний вот в этих цехах, мои как бы вкусовые приоритеты по части хлебобулочных изделий вообще поменялись в корне, честно скажу вам. Так, ну, например, о полезном, да, хлебе. Самый по рейтингу, чтобы плюс еще, обычно, знаешь, когда говорят, мы говорим о здоровом питании, то там сразу за минусом вкусовые качества какие-то, да? А вот на твой взгляд, который и вкусный, и при этом еще здоровый, полезный, какой вот? Не соглашусь. Ты сегодня сам видел хлеб, который идет с отрубями, хлеб, который идет с подсолнечком, с семечками подсолнечника, плюс хлеб, обогащенный йод-казеином, хлеб с изюмом. Это все сорта очень вкусны и очень полезны. Ну вот к одному я даже руку приложил, это полюшка называется, да? Которая... Да. Хлеб с отрубями. Прекрасный хлеб с отрубями. Хлеб. А вот этот, который, это целебный, да, который, я, кстати, его и кушал, просто не знал, что я только сегодня узнал, что он, получается, йод и что там? Да, обогащенный йод-казеином. Йод-казеином, это то, что нам здесь на севере. В наших районах это необходимо в питании. Плюс хлеб, обогащенный йод-казеином, у нас идет всегда в детские сады. Вот, непременно, каждое питание, утро да? Дети получают хлеб с йод-казеином. Вот у вас предприятие одно из самых, наверное, крупных и самых основных, наверное, да, поставщиков хлебобулочных. Ну, во-первых, никто, наверное, сейчас в районе не может похвастаться тем, что они могут выпечь формовой хлеб. Во-первых, в том количестве, в котором мы его поставляем, и именно от того качества, которое делаем мы. Каждый хлеб зависит от рецептуры. Здесь чуть-чуть маслечко добавили, здесь немножечко сахарочка усыпанули. А вот, здесь да. любви, еще любви. Вот, про любовь, да. Тут как, как есть ветераны, которые уже давно работают у тебя там, как, давай о коллективе немножко поговорим. Как у тебя с коллективом дела обстоят? Весь коллектив, наверное, практически, наверное, 80% коллектива это работники, которые работали на старом хлебозаводе именно по тем ГОСТам, по тем стандартам, и они все это принесли сюда. То есть у нас высококвалифицированный персонал. Рука набита. Рука набита, то есть я уже вижу, они могут взглядом, просто 2 пальчиками пощупали, они уже знают, что хватает, что не хватает этому тесту, как его сделать лучше, качественнее, вкуснее. Ну и плюс девочки сам видел, все с улыбкой, все с прекрасным настроением, да. Никто не приходит сюда с плохими мыслями, с дурными, все. И это несмотря на то, друзья, что мы снимаем этот выпуск ночью, глубокой ночью, да, глубокой все равно ночью. С улыбкой делают это. А кто устанавливает цену на булку? Потому что у нас, в принципе, в государстве, в России, да, вообще как бы любая реформа, да, любой подъем цены и вообще экономика начинается со стоимости булки хлеба. Как бы когда сравнивают регионы, где кто живет, да, сразу первым делом спрашивают, чтобы сориентироваться по цене, сколько у вас стоит булка хлеба. Кто этим занимается? Кто у нас в городе установил такую цену за хлеб? Или как-то она высчитывается? Я думаю, что, не думаю, мы очень много и часто задаемся этим вопросом. И любое поднятие цен, а мы не можем держать цены на том уровне в связи с тем, что сырье дорожает ежегодно,
все услуги, все, у нас дорожает все. Ну да, к сожалению, год из года. Когда мы пытаемся минимально, если мы делаем какую-то надбавку на цену, просчитывается все, где мы можем добавить, где мы можем убавить, то есть из этого складывается цена. Но при этом, когда наш хлеб поступает в магазины, наши конкуренты, коллеги, они ориентируются на ту цену, которую ставим мы, и примерно в этом же диапазоне ставят цены. Ну, то И есть, все остальные производители хлеба как-то в районе. государством не регулируется. Это все Нет, зависит от сейчас экономики. всё отдали, от да. экономики, да? Все отдали в руки производителей. Когда начинают приходить какие-то жалобы, в любом случае они неминуемые, производство, но есть производство, человеческий фактор есть человеческий фактор. Оперативно реагируем на все эти вещи, то есть выезжает и начальник лаборатории, и начальник цеха, то есть выслушиваем те какие-то негодования людей, пытаемся исправить, не пытаемся, естественно, исправляем. То есть, чтобы качество всегда... Мы за качество. Никто не хочет поставлять, производить плохой хлеб. Ну, я вот на своем опыте тебе скажу так. В принципе, даже еще до момента, когда мы с тобой познакомились, да, я всегда как бы, в принципе, предпочтение отдавал именно как раз-таки вот ООО «Хлеб». Потому что считал, такой бренд какой-то, что ли. Это мне как вот, почему-то я считал, что это как бы преемники вот именно той старой школы. И, оказывается, это так и есть, да? Так и есть. Такой, угу. Понял. Ну, Лен, спасибо тебе большое за это ночное приключение. Как бы это не романтично звучало. Но, тем не менее, как бы, да, спасибо. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Это была программа «Испытана на себе». И сегодня утром уже в магазинах, покупая хлеб, помните, что мы тоже приложили к этому руку. И все, пока. Испытано на себе.